внутри сводной таблицы, давайте я, пожалуй, удалю лишнее, чтобы она у нас не такая громоздкая была, мы не можем с вами добавлять строки и столбцы. Вот мы можем даже попробовать кликнуть правой кнопкой мыши, но здесь нету никакого добавлятеля столбцов и строк. Давайте попробуем вот так ее вставить. Ну, нам ошибку выдают, не может быть вставлена. Но если вдруг у нас возникает необходимость все-таки добавить внутри сводной таблицы какие-то дополнительные строки и столбцы, мы можем добавить в таблицу вычисляемые поля. Ну, вряд ли мы просто так хотим пустую строчку посередине добавить, да, она нам нужна для чего-то. И если вот методы подсчета значений, например, нам не очень подошли, то мы берем и добавляем вычисляемые поля, которые могут делать расчеты на основании нашей собственной формулы. Как создается такое вычисляемое поле? Ну, кликаем в любом месте нашей сводной таблицы, переходим на вкладку «Анализ сводной таблицы». Далее в группе «Вычисления», вот здесь вот, выбираем пункт «Поля, элементы, наборы», нажимаем на него и вычисляемое поле в выпадающем списке. Нам открывается окошко для создания вычисляемого поля. Что здесь есть? Первое. Имя поля. По умолчанию они будут называться поле 1. Если у вас поле 1 уже есть в этой таблице, то поле 2 и так далее. В принципе, можно оставить и так, но это не очень красиво. Вот это название поле 1 тоже будет везде отображаться. Это не то, что мы хотим. Давайте поставим себе задачу. Например, мы хотим пересчитать вот эти цифры из рублей в доллары. Поэтому здесь давайте мы напишем сумма не туда, в долларах. Вот так. Далее идет строка с формулами, в которую мы нашу формулу будем вписывать. Сюда можно написать формулу, ну, по аналогии с тем, как мы пишем формулы обычно в Excel, но нам же, если в Excel нам актуально значение какой-то одной ячейки по отношению к другой, например, то здесь у нас есть целая большая сводная, точнее исходная таблица, да, и из нее мы хотим данные подсчитывать, а не для каких-то конкретных строк этой таблицы. Поэтому здесь нам привели наши поля. Все поля в нашей таблице, какие у нас есть, сюда добавлены, и эти поля мы можем в формуле использовать. Сотрем здесь нолик, оставим знак равно, формула должна начинаться с него в любом случае. Если нечаянно сотрете, то просто с клавиатуры ставите равно. И далее мы пишем формулу. Как мы посчитаем сумму в долларах? Ну, нам нужно взять, соответственно, сумму в рублях и разделить на курс. Что у нас за сумма в рублях? Вот сюда мы поставили поле «Оплачено». Соответственно, его же мы и берем. Нажимаем на кнопку «Добавить поле». Видим, что наше поле «Оплачено» подставилось в строку «Формула», автоматически оно туда подставилось, а дальше мы просто эту формулу дописываем. Дальше нам нужно, соответственно, прописать слэш и ну, какой-то курс. Давайте придумаем курс. Мы не будем сейчас углубляться в создание каких-то больших формул, где курс будет подтягиваться откуда-то еще. Это все-таки не про сводные таблицы, а про Excel в принципе. И ну, надеюсь, что вы это знаете. Если нет, приходите к нам на Excel уровень 2, например. Все рассмотрим и научимся. Мы не будем тратить время, просто курс напишем вручную. Не знаю, какой курс доллара, пусть будет 65, например. Прописали формулу, нажимаем ОК. И у нас добавилось в каждый месяц еще одно поле, в котором сумма оплаты в рублях была пересчитана в доллары. Поле названо «Сумма по полю», «Сумма в долларах». Сумма в долларах – это то, что написали мы. Сумма по полю, ну, соответственно, вот сюда наше поле добавилось в качестве рассчитываемого, вычисляемого поля. И ну, данные просуммировались.